Друзья, мы с вами находимся в республике Мариэл, деревня Старая Крещеная. И сегодня мы приехали сюда на денек. Будем ночевать вот в этом замечательном доме старинном. Здесь проживают ремесленники Кудрявцева Наталья Юрьевна и Виталий Николаевич. Вот мы были в гостях, сняли большой сюжет, а сегодня приехали просто отдохнуть. Давайте пробежимся быстренько по дому, покажу, где мы расположились. Сейчас я вам тоже чуть свалю. Давайте, благодарю. Здесь такой музей небольшой. И наша комната на самом верху. Тут мы сегодня ночуем. Есть еще здесь такой вот, ну тоже музей, можно сказать. Виталий Николаевич собирает здесь разные старые ремесленные экспонаты. А это старая баня. Мы будем сегодня париться в другой. А здесь просто вот уникально, что она, ну прям я не знаю, сколько ей лет. Очень много. А это Виталий Николаевич делает пальмы из ивы. Сейчас они тоненькие, переплетенные, но потом будут расти, уплотняться. Это будет большой плотный ствол, видом как русская пальма. Есть тут и такая мангальная юрта. Можно и костер просто жечь, сидеть. Вечером сегодня у нас будет банька. Причем она по-черному. Ну и так, и так. Здесь через вот эти камни сверху проходит дым, и можно именно по-черному делать, потому что здесь он как активированный уголь будет работать, пепел. Ну только затопили, часа 3 будем ждать. Мы на холме находимся, снизу речка. Давайте-ка туда прогуляемся. Добавили еще одну наклеечку, а то как-то о продвижении не подумали канала. Вот теперь. Как это не подумали? Вот, сделали. Ну вот, теперь подумали, да. И на обратную сторону сейчас еще. И главное это, сами надо было самим делать. Всему учиться надо самим. Ну, мы посмотрели, как делает профессионал на тех других наклейках. А теперь и сами. Хотел сказать, что землячки появились наконец-то. И в больших количествах. Кусает цвет. Я по ним пару дней назад скучал. Второй день тепло. А? Второй день тепло. Да. После съемок Виталий Николаевич приехали в гости. Просто Нету этого. погостить, отдохнуть, заняться монтажом и заодно сделать полезные дела. Так, на ту сторону переезжаем. Ну, на самом деле, больше всего мне вот это сооружение было интересное. Банька. А еще вам вырезать надо на баке. Да, вот бак, да, у нас поэтому тут. я резачок-то взял же. Тут. Надо одним движением, не боясь. Угу. Все, открываем. Никакого мошенничества. Да, отлично. Как Благодарю, сказал- Николай. Как сказал наш Иван Крыля. Знаете, кто такой Иван Крыля? Нет. Это наш национальный герой. Он, Мустафу смотрели? «Путевка в жизнь», первый звуковой фильм советский. Да, да. Вот Мустафа, это наш мореец Иван Крыля, Иван Кириллович Иванов. И вот он, когда ехал, он и многие слова там, которые не понимает, он говорит на марийском. Он чистокровный мариец. Его самое главное вот это стихи «Мэйн тач шочмекечи, капку мочку вермодеш, мэйн мышташ мариваты, или мани шертемеш». Перевод. У меня сегодня день рождения, меня родила марийская женщина и сказала: «Живи вдоволь». Спасибо тебе. Благодарю. Сбоку нас смотрите. Ну, я просто обычно веник перед тем, как запаривать в холодной воде держу, чтобы листья не опадали, а я пар сюда кидаю и веник подставляю, и она очень быстро заваривается. Здесь, значит, у нас влажный пар, здесь сухой пар, как в бане по черному. По черному. Угу. Да, вот сейчас кину я туда. Сажа будет вылетать. Видите?
Она мало выходит, но она пробирает до самой кости. Вот. Вот теперь залезайте. Банька по-черному, это, конечно, кайф. Ну, это необычно. И когда понимаешь, что это очень полезно, это вдвойне круто. Что у меня с лицом? А на улице послушайте. Целую 3-литровую банку компота с крыжовника выпили. Вкусно. Время 9 утра, на улице жара, похоже. Виталий Николаевич работает уже с раннего утра. Доброе утро! А это вот из домашнего молока. Во-во-во, кефирчик сквашенный. Последний раз я такой пил у бабушки еще, наверное, в деревне в Воронеже, Воронежской области. О, это же так вкусно. Вот туда еще вот варенье добавь, вот это добавь, получится йогурт. Это черная смородина. Все по-деревенски. Нет, Ага. вот попробуй. Я здесь помою. Ложку там возьми другую. Я просто люблю именно чисто такой сквашенный вкус, кислый. А теперь с вареньем попробуй. Вот перемешай прямо туда. И получится как Теперь йогурт. Натуральный, без всякой химии. Супер завтрак. Ну, вот молоко есть. Молоко тоже домашнее. Сейчас кашу съели вкусную, масло домашнее. Как говорят, рекламу не делаем, да? Ну все. Приятного аппетита, доброе утро. Мне очень, скажем, приятно и, символично, вот, что сегодня в Мезамине вы ночевали петербуржцы, ленинградцы, а во время войны там жили эвакуированные с Ленинграда. То есть круг такой-то замкнулся через 75 лет, что опять у нас в гостях были ленинградцы. Это и приятно, и символично. Займусь на солнышке монтажом. Все равно время нужно больше гораздо на это. Я не успеваю большие выпуски делать, 20-30 минутные. Сейчас решил попробовать вот это коротенькое. Вчера снял, сейчас вот доснимаю и выпустить. Может быть, периодически такие надо будет делать. И надо минутные еще, шортсы. Сейчас еще побудем немного. Сегодня у нас 1 июня, первый день лета. Как видите, лето у нас в Республике Мариэл шикарное. Начало просто отличное. Едем в Казань. Дальше Татарстан. Моем нашу красавицу. А вообще, друзья, если будете когда-нибудь в Республике Мариэл, я вам очень рекомендую это место. Оно находится всего лишь в 30 километрах от города Йошкар-Ола. И гостеприимные очень хозяева. Это так душевно. Мы просто были как в кругу семьи, на самом деле. Ни капельки я не чувствовал себя, что я где-то в гостях, что что-то неудобно. То есть атмосфера такая, что вот ты вот реально расслабляешься и отдыхаешь в таких вот красивых местах, в деревне. И банька — это отдельная история. Домашняя вкусная еда. На самом деле мы все, что кушали, тут нас сегодня вот угощали хозяева. И переночевать в таком вот доме, вот я не знаю, как это назвать, как вот помещение сверху, дом еще, дом в доме построенный как будто бы. Это, в общем, эмоции у нас останется надолго. И благодаря этому месту нам еще больше захочется вернуться сюда, в республику. Ну и вообще, вот я именно так, и здесь я погрузился вот в культуру, хоть чуть-чуть, марийскую культуру. Именно это наша цель. Поэтому в Казани мы едем в деревню. Хотим, по городу, конечно, погуляем, но хотим больше в деревню. Все, друзья, надо сейчас домонтировать видео, выложить и стартовать. А то время уже 11. Надо ехать. Об этом месте подробнее будет отдельный выпуск. Я его еще должен сделать. А контакты Виталия Николаевича я оставлю в описании.
Виталий Николаевич, Наталья Юрьевна, душевно вам спасибо за все. Я очень рад, что вот мы только начали наш автопробег, но уже на нашем пути встречаются такие хорошие люди. То есть даже сегодня уже можно сказать, что уже все было не зря, будет что вспомнить. Здесь яблоня цветет. Все-таки я решил озвучить это. Послушайте, какой гул пчел стоит. Звуки вокруг — это просто бальзам на душу. Так даже не хочется уезжать, но двигаться надо. Но я бы еще здесь был бы и был бы, еще бы не знаю сколько. Здесь очень здорово. Ну все, никак не с вами не прощаться.